самая северная точка моя, в которой вот я находился в экспедициях, в рейсах, так сказать, в море. Это была Гренландия. Вот. А самая южная – это город Виго, или Биго, как его называют испанцы, в Испании. Много различных было случаев, когда мы заходили во льды и там оставались некоторое время. Потом потихонечку выходили, или нам помогали выходить. Суда более ледового класса. Между землей Франца Иосифа и Новой землей по линии разграничения между Северным Ледовитым океаном и Баренцевым морем находится залив Святой Анны и залив Воронина. И мы никогда не знали, что там водится рыба. Когда мы первый раз туда сходили, мы поймали палтуса, интересная рыба, вот так называемый черный или синекорый палтус, о котором вообще не знали, что он там может быть. Это тоже впечатление, потому что тунцы, которые там вылавливаются, они прямо, ну, как в кипящей воде, выпрыгивают. В общем, это впечатление. Причем это довольно серьезные рыбы, где-то за 10 килограмм весом, а иногда до 20. Рыбы считаются довольно примитивными позвоночными. Как ни странно, оказалось, что их поведение и поведение людей, ну, на 70% одинаково. Они тоже возвращаются на свою родину, где рождают детей. Да, потом дети разбегаются, вот, они остаются там. То есть вот все как у нас. Мы тоже вот в Крым возвращаемся для того, чтобы здесь остаться, а дети разбегаются.